Тысячи жителей Башкирии активно помогают бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО. Так в Уфе волонтеры общественных объединений плетут маскировочные сети, шьют одежду, спальные мешки, носилки, рюкзаки для гранатометов и даже изготавливают плащи-невидимки. Обо всем по порядку. Анна Морозова. Здесь буква Z. Так творчески мы подходим к шьем мешки. А еще носилки, спальные мешки, пятиточечники, толстовки, термобелье, шевроны, сухие души и многое другое. Всего участники волонтерского движения «Шьем и вяжем Башкортостан» отправляют на фронт более 30 наименований различных изделий. Так, с недавнего времени активисты начали изготавливать рюкзаки для гранатомета. Разобрали старый советский рюкзак, сделали, трансформировали. И теперь в какой-то мере получаем удовлетворение, что освоили новые изделия, что способны такое делать. Ильдар Кусипкулов по профессии врач-анестезиолог. Мужчина уже не раз выезжал в зону СВО. И вот уже год занимается волонтерской деятельностью. Хочется мира, хочется победы, поэтому все, что могу сделать, все, что в моих силах, в моих возможностях, это все делаю для наших ребят, для наших бойцов, для наших парней. Если сделать даже одно изделие, уже понимаю, что одному парню нашему, который находится там, уже какая-то помощь от нас. Всего общественное движение «Шьем и вяжем Башкортостан» насчитывает более 1500 человек. На передовую они отправили более 60 тысяч различных изделий. Привет, вот деточки вам привез, девочки. Маскировочные сети для бойцов СВО супруги Мухаметова создают в тандеме. Муж вместе с другими волонтерами на специальном станке режет ткань на ленты, а жена плетет из них сети. И так уже несколько месяцев. Неделю 2-3 раза стараемся посещать. Хотелось быстрее, чтобы наши ребята вернулись живыми, здоровыми. Воодушевленные идеей помочь бойцам спецоперации, активисты Уфимской Демы объединились больше года назад. Администрация района предоставила волонтерам помещение в местном детском клубе. И практически сразу добровольцы приступили к работе. Изготовили, поставили специальные станки для плетения маскировочных сетей. Также в соседнем классе отремонтировали 4 швейных машинки, на которых стали шить для бойцов. Помимо маскировочных сетей, волонтеры для солдат СВО также шьют головные уборы, нижнее белье, рукавицы, меховые стельки и опознавательные повязки. Спросом также пользуются противорадикулитные пояса и так называемые подушки-косточки. Их используют бойцы с травмами конечностей. Альфия Файзулина волонтерством занимается уже год. По образованию швея, но ранее по профессии не работала. Зато, рассказывает женщина, полученные навыки очень пригодились на пенсии. Тем более на защите Родины сейчас стоят ее близкие. Я узнала, что у моего племянника наградили указом Верховного главнокомандующего орденом Суворова за мужество и отвагу. Я очень горжусь, наша семья вся гордится. Верим в нашу победу. Сегодня волонтерский цех посещают более 30 жителей Демского района. И всех их объединяет общая цель – приблизить победу. Это защита наших воинов. И сердце болит, чтобы ребята были живы и здоровы. Своих бросать нельзя. Надо помогать своим, спасать жизни. Хотя бы это единственное, что мы можем сделать. И очень хочется помочь нашим ребятам. Победа будет за нами, как говорится. Сейчас волонтеры занимаются разработкой плащей-невидимок. Планируется, что с их помощью российским солдатам удастся избежать обнаружения при помощи тепловизоров. Анна Морозова, Александр Соболев и Данил Гафиятов. Вести, Башкортостан.